Компания – единственный поставщик природного газа в республике. На протяжении нескольких лет направляла письма в администрации муниципалитетов с требованиями как начать раньше, так и продлить отопительный сезон. Однако, как отметили в УФАС, доводы монополиста вызывают уйму вопросов и сомнений. Направляла письма в адрес органов местного управления с указанием фактов того, что если орган местного управления не издадут распоряжение о начале и продлении вот этих отопительных сезонов, то республика может остаться без газа, процентов на 80 населения останется без газа. Также указывалось, что если наша республика в прохладное, в холодное время останется без газа, то возможно там и инфекционные заболевания. Требования компании могут расцениваться как злоупотребление положением, что ведет к ущемлению прав потребителей. В рамках расследования оцениваются действия компании на соответствие требованиям постановления правительства о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. Результаты проверки подтвердили признаки нарушения антимонопольного законодательства России. Мы провели анализ и установили, что для «Газпром-Межрегионгаз Назрань» начало и продление вот этих отопительных сезонов для них это выгодно, потому что начало отопительного сезона они могут начислять 12,6 кубов за квадратный метр абонентам, у которых отсутствует прибор учета. А таких у нас в республике, по информации, которую нам представило общество, 26 тысяч абонентов. И, соответственно, мы посчитали, что направление данных писем из-за выгодности данному обществу, они, можно сказать так, целенаправленно направляли такие письма в адрес органов власти, чтобы раньше начинать сезон и позже заканчивать, несмотря на то, что погодные условия в соответствии с нормативными актами на тот момент не предусматривали начало и также не предусматривали продление этих сезонов. Если нарушения подтвердятся, «Газпром» Межрегионгаз Назрань может столкнуться с административной ответственностью, включая возможность наложения оборотного штрафа. В ходе рассмотрения только будем это устанавливать, но если в дальнейшем мы установим именно нарушение, что в части 1 статьи 10 о наличии такого нарушения в действиях «Газпром Межрегионгаз Назрань», то ущерб мы будем подсчитывать. Дело привлекло внимание общественности, так как вопросы, связанные с качеством и стоимостью услуг по газоснабжению, остаются актуальными для жителей региона. Ситуацию в газовой компании никак не комментируют, а в УФАС надеются, что результаты расследования помогут восстановить справедливость и защитить права потребителей. Милана Манкиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.